Выставка называется «Новый социальный реализм». Почему новый социальный? Здесь мы хотим, у нас есть несколько 7 художников, здесь мы хотим показать не только вот это, то, что пандемия, это историю Кыргызстана. Пандемию я сам выбрал, потому что это меня очень тронуло. Невозможно было равнодушно смотреть то, что происходило в республике. Новый социализм, проект, она интересна чем? Это вот первая такая подобная выставка, где куратором является Гамал Бакамбаев, искусствовед, и спонсором является Тюлен музей. Потому что художникам, безусловно, нужна поддержка. К сожалению, государство нам красок, кисти ничего не дает, а вот есть такие спонсоры, которые поддерживают искусство и любят. Здесь вот я хочу показать работу, это предварительный эскиз к картине. Потому что без предварительных работ большое произведение создать очень тяжело. В следующей картине здесь изображен вот это крик души. Многие потеряли своих близких, родных. И я вот это страдание хотел показать кыргызского народа, потому что, к сожалению, не то что простые, даже более состоятельные люди ушли из жизни, у которых очень много денег. Ну, состояние было ужасное, я многими общался, я посещал морг, красные зоны, мне надо было прочувствовать изнутри, сам тоже заболел. Хорошо, что вылечился. Молодая волонтерка Софья Айдана, которую я увидел в соцсетях, и мне это очень тронуло, потому что она плачет, у нее тоже крик души, и она сделала то, что смогла, но дальше она бессильна. И она плачет и рассказывает свои возмущения. Это не только меня, многих затронуло, поэтому я решил здесь передать ее состояние. Это были неописуемые ощущения, чувства, когда многие люди оказались на грани смерти, и с помощью картин он смог полностью передать это все. Вот. И я только сама вчера узнала о том, что вот нарисовали. Талай Баки мне позвонил, когда я с ним разговаривала, он сказал, что наш народ должен быть дружным, независимо от профессии, мы должны друг другу помогать, поддерживать. И он сказал, что моя вот поддержка единственное, что я могу сделать для вас, это нарисовать картины. Здесь изображена наши волонтеры, наши патриоты. Они мне рассказывали, я у них спрашиваю, потому что, чтобы картина была правдоподобная, надо понять изнутри. И они мне сказали, что они приносили больные, мест не хватало, и в коридоре их некоторые держали, пока мест не освободится. Вот здесь вот эта картина тоже очень интересная. Оказывается, я, кстати, сам тоже одевал, смотрел, как это на себе. Оказывается, потеешь страшно. Вообще страшно потеешь. И вот здесь вот этот пот молодого волонтера, который тоже взгляд такой, вот думает, что дальше будет. И вот здесь он, вот этот прям пот льется, рассказывали прям вот. Здесь вот большая картина, вот основная. Здесь вот такое все бурлит, потому что волонтеры приносили, врачи, профессионалы с медицинским образованием старались помочь, подключали к кислородному аппарату. И если вы заметите, она к темному, к светлому идет. Я вот специально так сделал. Почему? Потому что пусть там жизнь, вот там зеленая трава, там цветет цветы, там тоже жизнь, чтобы никто не умирал, чтобы пусть жизнь продолжается. И вот такой идея вот эта картина. Действительно, картины, они очень точно раскрывают, то есть показывают, через картины можно почувствовать, ты прям не можешь спокойно на них смотреть, потому что ты через это сам прошел, ты все это знаешь, ты все это видишь и помнишь, и сразу наворачиваются слезы, сразу эмоции, что это действительно было. И эти картины действительно, они останутся в истории, мы должны помнить, через что мы прошли все вместе, через что мы все вместе, чтобы побороли этот вирус, что были такие времена. Ну, что хочется сказать, дай Бог, чтобы больше вот такого не повторилось, потому что это страшное мы испытали не только Кыргызстан, но что весь мир. И надеемся, мы теперь будем подготовлены к любым болезням.